срочных работ. Токарев Сергей Аркадьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые участники совещания. Разрешите вкратце довести информацию по кормозаготовке и уборке зерновых культур. По оперативным данным, на 4 сентября заготовлено грубых и сочных кормов 29,8 центнера кормовых единиц. В прошлом году на эту дату было заготовлено 21,4. Задача была поставлена перед районами заготовить не менее 25 центнер кормовых единиц. Более 30 центнер кормовых единиц заготовлено в 11 районах республики. Наибольшее количество заготовлено кормов на одну условную голову – это в Каркулинском районе, более 38 центнер, в Дебелском 36 центнер, в Волнажском 35, в Малопургинском 34,7. Слабо идет заготовка кормов в Камбарском районе, всего лишь 15,5 центнер кормовых единиц. На 4 сентября обмолочено на зерно 135 тысяч гектар или 55% от плана. В прошлом году на текущую дату уборка была уже завершена. Намолочено в этом году на сегодняшний день 329 тысяч тонн, в прошлом году по всей республике 509 тысяч тонн. Средняя урожайность на сегодняшний день, это пока ориентировочные цифры, составляет 21,7 центнера с гектара. В прошлом году урожайность составляла 16,8. В этом году урожайность в целом по республике выше, чем в прошлом году, но идет сильное отставание по срокам уборки, это примерно на 2-3 недели. Ушли уже на осень, на сентябрь, тепла нет, ранняя роса, соответственно, увеличиваются потери зерновых культур при уборке, и все зерно идет очень влажное, все приходится сушить, это дополнительные затраты. В лидерах по уборке зерновых культур Завьяловский район на сегодняшний день 77% убрано, Каракулинский 73%, Можгинский 70%, Кизнер 66%, Алнаши 67%, Вовож 69%, но в остальных районах убрано поменьше. Выше среднереспубликанских показателей в Вовожском, урожайность в Вовожском районе это 30,9 центнера с гектара, в Граховском около 30, в Можгинском 26,5 центнер с гектара. Также на сегодня завершили уборку зерновых в СПК «Красный Октябрь» Можгинского района с урожайностью 27 центнер с гектара и СПК имени Мичурина Вовожского района с урожайностью 40 центнер с гектара. В то же время менее 40% убрано в Дебелском районе, 38%, в Красногорском 34%, Игринском 35%, Яжском и Сюмсинском чуть более 30%. В льноводческих хозяйствах продолжается теребление льна. Льна Долгунца вытереблено с площади на сегодняшний день 2349 гектар или 60% от плана. В прошлом году на эту дату было убрано 86%. Более 80% вытереблено льна в Игринском и Шарканском районах. Отстают с тереблением льна в Силтинском районе 17%, в Дебелском районе еще и не приступили. Продолжается посев озимых культур. При плане 78 тысяч гектар, на сегодняшний день посеяно 41 тысяча гектар или 53% к плану. Более 70% от плана посеяно в Глазовском, Камбарском, Сюмсинском, Каракулинском, Красногорском районах. Для северных районов республики уходят оптимальные сроки сева озимых культур, поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении, особенно в Кесском районе, где посеяно на сегодняшний день 31%. Спашка зяби проведена на площади 37 тысяч гектар или 12% от плана. В прошлом году на эту дату было спахано 34%. Низкие темпы в Увинском районе 2%, в Векбодинском районе еще и не приступили к этой работе. Продолжается засыпка семян яровых, зерновых и зернобобовых культур, переходящего фонда озимых культур, льна долгунца и многолетних трав. Задача стоит перед районами в первую очередь засыпать, заложить семенной материал
Финансирование сельхозтоваропроизводителей на 31 августа этого года составило из двух бюджетов 1 миллиард 740 миллионов рублей или 79,5%. В том числе из федерального бюджета 997 миллионов рублей или 81,5%. Из бюджета Удмуртской республики выдано, освоено 742 миллиона рублей или 77% от плана. В конце августа месяца приняты документы на субсидирование строительства животноводческих ферм на сумму 248 миллионов рублей. И большая просьба, Александр Владимирович, эту бы сумму профинансировать на этой неделе, потому что районы ждут, хозяйства ждут. Так обстановка тяжелая по уборке. Но в целом у меня все. Доклад закончен. Действительно, небольшая просьба, Сергей Аркадьевич. Да, услышал вас, Станислав Петрович, доложите после совещания. Коллеги, вопросы есть? Спасибо. Спасибо. В начале нового учебного года в общеобразовательных учреждениях Наталья Алексеевна, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые члены президиума, коллеги. 1 сентября в Удмуртской республике начался новый учебный год. 589 общеобразовательных организаций открыли свои двери для 176 тысяч учащихся. В том числе 21 300 первоклассников пошли у нас впервые, сели за парту. Количество первоклассников больше на 1000, чем в прошлом году. Во всех школах прошли торжественные линейки, прошли торжественные мероприятия в различных формах в виде первых уроков, театрализованных представлений, флешмобов, концертов, спортивных и семейных праздников. Весь спектр возможных мероприятий для 1 сентября в республике был задействован. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Удмуртской республики в школах Удмуртии прошли тематические уроки «Россия, устремленная в будущее». В 14 часов по местному времени, так же, как и по всей стране, было проведено подключение школ республики с обращением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Участникам урока стали космонавты, руководители крупных государственных корпораций, Росатома и Роскосмоса. Наши дети имели возможность видеть, как ведет открытый урок в Ярославле Владимир Владимирович Путин. Члены правительства и депутаты Государственного совета также приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 1 сентября. Каждая общеобразовательная организация подготовила программу проведения знаний. В Ижевске прошли мероприятия для младших школьников с приглашением наших театров кукол, аниматоров и различных таких других праздничных концертных бригад, которые сделали праздник по-настоящему счастливым. Особенно хочется отметить следующий ряд событий, состоявшихся 1 сентября 2017 года. В Граховской средней общеобразовательной школе имени Марченко и в Болезинской школе номер 1 торжественно были открыты классы робототехники. Школы получили оборудование и мебель для классов в качестве благотворительной помощи от концерна «Калашников» на сумму более 3 миллионов рублей. Благодаря полученной технике ребята будут осваивать инженерные специальности, а педагогический состав для работы с этой техникой подготовлен в нужном количестве и хорошим качеством. На площадке нового здания в городе Можге состоялась праздничная линейка, посвященная торжественной передаче генеральным директором Можгинского строительного объединения Муфтаховым, директору школы номер 9, символического ключа от здания новой школы на 825 мест. На праздничной церемонии присутствовали дети, родители, педагоги. Более 2000 человек стали свидетелями этого замечательного события. Мероприятие прошло празднично, красиво, торжественно и вызвало очень хороший отклик у населения Можги. В новом здании школы номер 9 будут обучаться 24 класса комплекта, всего 690 учеников с 1 по 11, что позволит перейти к односменному режиму работы в этом учреждении. В сентябре наступает ответственный этап для можгинцев, они сейчас нас слышат. Я хотела бы обратиться к ним, чтобы они взяли на контроль приобретение оставшегося оборудования, чтобы оно было качественным, чтобы не было никаких вопросов. И учебный процесс в этом учреждении мы планируем начать со второй четверти. В Ижевске особенностью этого года стали торжественные линейки, посвященные открытию новых стадионов.
Такие линейки прошли в школе номер 32 Устиновского района. Она прошла на новом стадионе, который построен в рамках федеральной программы «Школьный стадион» с финансированием из бюджетов различных уровней. Рядом с образовательным учреждением появился комплекс спортивных сооружений, футбольное поле с искусственным покрытием, с дренажной системой, круговая и линейная беговая дорожка с резиновым покрытием, универсальная площадка и ограждением, дорожка для разбега. В общем, все необходимые элементы современного спортивного комплекса европейского уровня и очень хорошего качества. Такой же стадион был открыт 31 августа в Октябрьском районе города Ижевска в школе номер 70. И осенью мы еще один такой стадион откроем в Ленинском районе в школе 100. Хороший очень подарок к новому учебному году получили ребята, и мы надеемся, что на этих стадионах родятся новые чемпионы России, республики, мира, которые прославят нашу республику. В период с 4 по 9 сентября уже по сложившейся многолетней традиции Министерство образования и науки Республики и Министерство культуры организует посещение первоклассниками представлений государственного цирка в рамках празднования Дня знаний. Сейчас в 10 часов начнется такое представление, уже первые дети подъезжают к цирку в ожидании радостного этого события. Такие представления у нас проходят, напомню, с 2003 года, с момента открытия этого замечательного учреждения. Это хорошая традиция. Праздничную программу в этом году с 4 по 9 сентября посетят более 24 тысяч детей, из них 21 300 – это первоклассники. Все необходимые организационные мероприятия проведены, состоялось несколько организационных комитетов, на котором присутствовали все заинтересованные министерства и ведомства, отвечающие и за содержание, и за безопасность детей. Я благодарна коллегам за хороший такой отклик своевременный. Мы надеемся, что эти мероприятия пройдут хорошо. По традиции для детей из населенных пунктов за пределами Ижевска организовано горячее питание, и я еще раз обращусь к главам городов и районов, особенно к начальникам управления образования, замам по социальной работе. Обязательно, вы все это прекрасно знаете, тем не менее, я еще раз обращаю ваше внимание, провести осмотр детей перед посадкой в автобус, чтобы не было больных детей, чтобы они спокойно могли перенести дорогу, и состояние их здоровья не испортило им этот праздник. Посмотреть еще раз внимательно, безусловно, их нужно покормить, и чтобы сопровождающие были все и на своих местах. Сегодня, 4 сентября, еще одно радостное событие в Ижевске. Начинает свою работу детский технопарк «Кванториум». Его финансирование достаточно серьезное, я не буду перечислять все цифры на слайде. Уже проведен прием документов для занятий в этом учреждении. С 14 по 24 августа записались дети, были родители, ознакомились с местом, где будут проходить это занятие. Это абсолютно новый тип учреждения. Организовано более 120 бюджетных групп, в них будет обучаться бесплатно, это я тоже хочу отметить, потому что когда сейчас обсуждается в соцсетях особенно, как будут проходить занятия в Кванториуме, 1200 детей в соответствии с государственным заданием будут обучаться в этом Кванториуме бесплатно. Там будут и внебюджетные группы, но это уже исключительно по желанию родителей, по тем направлениям, которые их интересуют. Поэтому торжественное открытие Кванториума планируется на 15 сентября, а в целом по России сеть Кванториум начнет работу с 14 октября. У меня вся информация. Я хотела бы еще раз всех нас, присутствующих в зале и за пределами этого зала, поздравить с замечательным праздником, Днем знаний. Это не просто государственный праздник, это семейный праздник. У каждого дорога к школе своя, вы ее все успешно прошли. И давайте все вместе пожелаем нашим детям, чтобы новый учебный год был счастливым, чтобы наши дети учились хорошо и были здоровы. Спасибо. Наталья Алексеевна, спасибо. Коллеги, вопросы будут по этой теме? Я два слова еще хотел бы добавить. Во-первых, хотел бы поблагодарить за всех и глав муниципальных районов и городских округов, Наталья Алексеевна, вас и команду Министерства образования за подготовку и проведение 1 сентября. У нас есть некие проблемные точки, не связанные с незавершенным строительством некоторых школ. Мы, вы знаете, сейчас ведем активную работу. Дмитрий Анатольевич Медведев на некоторые объекты нам, так сказать, согласовал выделение средств. Надеюсь, что в ближайшее время это получится сделать. Еще одну тему хотел затронуть. Вы знаете, у нас много было федерального уровня гостей.
И вот буквально на днях значит, министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова приезжала с таким коротким, но очень насыщенным рабочим визитом. И здесь тоже очень важно отметить, что по тем значит, важным вопросам, которые были в плане визита, республика отработала хорошо. Ну, первое, мы являемся также участниками очень серьезного большого проекта «Бережливая поликлиника». Значит, министр была на объекте. До этого депутат Государственной Думы, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Морозов тоже был на другом объекте, детской поликлиники. Оценка хорошо, значит, по всем критериям мы справились. В дальнейшем этот проект начинает развиваться. Сейчас около 22, да, у нас медицинских учреждений включены в работу вот именно по проекту «Бережливая поликлиника». Это первое. Второе, необходимо отметить, что министр положительно оценила значит, работу нашего министерства и всех, кто задействован в сфере здравоохранения по таким важнейшим значит, показателям и целевым значит, показателям, как снижение младенческой смертности, еще некоторые другие там, значит, показатели в этой же сфере. Это не говорит о том, что у нас все хорошо, проблем много, наверное, как и везде, но очевиден факт, что ведется системная работа по устранению тех недостатков, которые вот у нас обнаружились в ходе оптимизации. Это первое. Ну и мы, в общем-то, выбрали свое направление. Это мобильная, выездная диагностика, оказание медицинских услуг. И, наверное, оказались правы. Вы знаете, что мы еще один, за счет небюджетных средств, еще один мобильный диагностический комплекс купили. Уже был выезд, запрос очень большой, особенно в отдаленных наших деревнях и селах. Министр очень высоко оценила эту работу, и у нас есть понимание, что надо объединиться совместно с министерством, с значит, нашими компаниями-производителями и этих мобильных диагностических комплексов, и оборудование, которое туда входит. Я вот как раз значит, говорю про Аксион холдинг, потому что мы купили тот диагностический комплекс, который у нас. Там у нас дефибрилляторы значит, не российские. Я сказал об этом министру, ну и тут очевидно, что нужно совместно объединяться, потому что проект это точно тянет на уровень приоритетного проекта для России. Снимает очень серьезный вопрос по диагностике, по диспансеризации, по значит, доступности медицины в деревнях и селах. Поэтому будем стремиться, так сказать, поддержать министра. Ну и вот на своем примере мы, в общем-то, показываем, как это действует. Ну и в заключение, я обращаюсь к главам муниципальных районов и городских округов, коллеги, когда мы с вами встречаемся, особенно на сходах, ну, очень часто такие недоразумения происходят. Вот мы уже не раз вот, с Натальей Алексеевной обсуждали, когда люди встают и говорят, что, значит, с медициной все плохо, и начинают перечислять. Это закрыли, этого нет, тех нет. На самом деле, ну, все ровно наоборот. И речь идет только, ну, к примеру, о сокращении круглосуточного места, круглосуточного стационара, например, со 120 до 60. Но при этом статистика показывает, что эти 60 даже не выбираются. Это говорит о чем? Еще раз, коллеги, очень вас прошу обратить на это внимание. Больше общайтесь с людьми, больше устраивайте сходы. Потому что это от незнания. Я спрашиваю, когда женщина встает мне там и говорит, значит, что закрыли чуть ли не все больницы, я говорю, вам кто об этом сказал? Ну, слухи такие. Потом встает главврач, встает Наталья Алексеевна, говорит, коллеги, ничего не закрыто, все работает. Потом, значит, прошу поднять руку, кто столкнулся с той или иной проблемой. Из 500 человек, которые на сходе были, 2-3. Понимаете? А в информационное пространство у нас уходит, что у нас все, медицина у нас закончилась. Когда почитаешь, ну, ужас сплошной. Еще раз повторяю, значит, сходы, общение, главы муниципальных образований. Очень большая разница, коллеги, между районами. Ситуация, когда глава знает и по фамилии, и имя, отчество, и ситуацию, и комментирует, и в дискуссию входит, и ситуация, когда
не знают темы. Поэтому на это обратите внимание. Мы ни в коем случае не говорим о том, что у нас все настолько благополучно, прям что да, проблем много. Много есть населенных пунктов, где нужно возвращать ФАПы, амбулатории и так далее, и так далее. Мы это все видим. Но нельзя и проходить мимо, и не указывать на то, что сделано. На те положительные моменты, которых тоже достаточно много. Вот по диагностическим комплексам мы сейчас рассматриваем еще возможность покупки еще одного мобильного диагностического комплекса, поскольку запрос огромный, просто огромный. Мне люди пишут и рассказывают, там, ну, напомните, 350 в Кизнецком районе, 350 детей Да. за 2 дня, практически диспансеризацию. 5 детишек, как мне сказал Андрей Владимирович, там надо было госпитализировать, у них там серьезные какие-то заболевания были. Но это же работа. Мы вот с коллегами посовещались и поняли, что ну, ФАП ФАПом, но надо находить средства, надо находить возможности, чтобы высокого уровня диагностика была в деревнях и в селах. Даже если мы, естественно, мы должны сделать дороги, значит, и все равно в этом случае, вы прекрасно знаете, согласитесь, что такой среднестатистический россиянин, значит, терпит, пока уже, значит, там, кризис не случится, да, там, или инфаркт. Поэтому здесь такое добровольно-принудительное, когда мобильный центр приезжает в деревню, в село, у нас там очень высокий уровень, ну, меньше 200, значит, приемов не было. Поэтому об этом тоже надо говорить, заявки на, соответственно, работу диагностических модулей делайте, эту работу будем продолжать. Наталья Александровна, спасибо, присаживайтесь. 1 сентября у нас закончена программа федеральная по переселению из ветхого аварийного жилья. Давайте подведем итоги. Маринин Иван Васильевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, действительно 1 сентября был срок, по которому Удмуртская республика, как и все другие субъекты, должна была завершить программу переселения из ветхого аварийного жилья, которая была признана аварийной на постояние на 1 января 2012 года. Следующий слайд. Вот на слайде представлены итоги, с которыми мы подошли к 1 сентября. Было запланировано переселить 27,8 тысяч квадратных метров, переселили 21,7. Соответственно, переселили из 2278 1681 человек. 3 муниципальных образования у нас не завершили программу в срок. Это город Глазов, Глазовский район и Завьяловский район, соответственно. Следующий слайд. На указанном слайде поставлена ситуация в городе Глазов. У нас здесь 2 дома. Вот это дом по адресу Сибирская, 103Б, следующий слайд, и 103В. 2 подрядчика, срок по контракту был 31 августа, но, как вы видите, состояние таково, что фактически срок переселения, на наш взгляд, начало октября. Следующий слайд. Завьялово. Здесь высокая степень готовности. Срок был, несмотря на то, что 1 августа, выполнена чистовая отделка, но у нас подъезд был затоплен дождями, когда была открыта кровля, соответственно, сдвинули сроки по переселению в указанном доме. Следующий слайд. Ну и в Глазовском районе были объявлены торги, аукцион не состоялся, поэтому, соответственно, по 6 помещениям сроки 13 сентября. Ну и по 5 помещениям есть юридические тонкости оформления сделки. Следующий слайд. Если брать в целом программу по переселению из ветхого аварийного жилья за 5 лет, то программа выполнена на 94,3%. Полностью завершили переселение в Воткинск, Ижевск, Алнаши, Близино, Камбарка, Кес, Сарапул, Сарапульский район, Увинский и Екшербурнинский районы. Я благодарю коллег, которые уложились в срок 1 сентября. Следующий слайд. Действительно, 1 сентября был срок завершения программы домов, которые были признаны на 1 января 2012 года. По вашему поручению, Александр Владимирович, мы разработали новую программу. Изначально в этом списке было 721 дом.
Из них мы провели ревизию, 595 у нас многоквартирные, остальные у нас это частные либо блокированные дома. Разработана программа, и мы ее готовы внести на рассмотрение в правительство. Предполагается 3 варианта переселения. Первый вариант – это без участия бюджетных средств за счет развития застроенных территорий, или тогда, когда земельный участок по сносимым домам интересен инвесторам, в основном это города. Мы начинали программу предыдущую, у нас было 126 тысяч квадратных метров, завершаем 110 тысяч квадратных метров. Вот 16 тысяч были расселены не за счет бюджетных средств, а параллельно расселялось инвесторами. Поэтому это вполне реальный путь, по которому могут пойти города Удмуртской республики и продолжить расселение. Следующий вариант – это перевод нежилых муниципальных помещений в жилые помещения. Здесь установка такая, что до 15 тысяч за квадратный метр. Уже откликнулись у нас, ну понятно, Сарапул был первый город, откликнулся Глазов, Игра, Кизнер, и я знаю, что готовится в Ижевске ряд помещений по такой же программе. И следующий вариант, который мы предлагаем, это предоставление сертификатов гражданам. В принципе, общество знакомо с такой формой переселения. Здесь у нас и ветераны войны получали сертификаты, и другие виды категории льготников получали. Предлагаем начать переселение с предоставления сертификата в размере 300 тысяч на семью. Предварительная оценка показывает, особенно дома, которые имеют у нас одноэтажный вид, собственники проявляют готовность по участию, особенно в сельских территориях, к этому варианту. Ну и остается у нас граждане, относящиеся к категории малоимущих, малообеспеченных. Особенно это касается муниципальных квартир, не приватизированных. Это прямая обязанность государства, соответственно, мы будем вынуждены их расселять. В диапазон установлен у нас на сегодняшний день Минстроем 32 тысячи за квадрат, но мы понимаем, что те конкурсы, которые у нас прошли, и муниципалитет покупали квартиру на рынке в результате торгов, там цена колеблется от 39 до 40 тысяч за квадратный метр. Доклад закончен, Александр Ильич. Иван Васильевич, спасибо. Коллеги, ну давайте, значит, это президентский проект. Он крайне важным был, такой стратегический. Коллеги, кто не выполнил, соответственно, план, давайте мы отдельно будем это обсуждать. Как я и говорил где-то месяц назад, чтобы мы ни в коем случае не допустили ситуации, когда вот лишь бы сдать и поставить галочку, а потом у нас и так более 1000 замечаний по тем домам, которые были в рамках этой программы построены. Поэтому у нас ничего не заканчивается, еще много вопросов, замечания не все устранены, но, конечно, это очень плохо. Это планирование, это контроль. Вы понимаете, что в ближайшее время будет каждый регион докладывать, наш регион однозначно будет в минусе, потому что 94,3, 99,9, здесь нет, здесь есть только одна цифра, 100%. Все остальное это невыполнение. Плохо, но еще раз, Ярослав Владимирович, под личный контроль, особенно те объекты, которые сейчас ускоренным там темпом, Глазовский район, Завьяловский, да? Да. Еще какой? 3 района. 3 района. Вот там, видите, залило помещение, потому что, так сказать, крыша не была там покрыта. Вот все эти объекты, коллеги, к вам обращаюсь, мы уже пропустили, то есть мы уже не уложились в срок. 1 октября или 5 октября большой, в общем-то, разницы нет. Качество. Это относится ко всем объектам, но, понятно, к тем объектам, которые до срока, до 1 сентября мы не успели сдать, к ним будет особое внимание. Поэтому еще один момент, который хотел бы, конечно, обсудить. Вот то, что Иван Васильевич сказал, из 721 дома там есть некая градация. Конечно, нужно завершить такое расследование и разбирательство, как наши дома признавались аварийными, какие действительно являются таковыми, там 60% износа и более, какие нет.
Александр Сергеевич, еще раз хочу, мы отдельно давайте с вами на днях разберемся с ситуацией, коллеги из правоохранительных органов. У нас продолжаются ситуации покупки за материнский капитал аварийного жилья. Ну просто бред какой-то. Главы муниципальных районов и городских округов под личный контроль. Эта ситуация продолжается. То есть я был там 2,5 месяца назад в Красногорском районе, весь центр развешен, соответственно, чуть ли не в билбордах 3×4. Соответственно, мы сделали там контрольную закупку. В течение 20 минут на СМС ответили: приходите завтра с мужем к нотариусу, аванс в день обращения. Что происходит-то? Мы деньги, которые были выделены на что, мы их спускаем, извините. Мало того, значит, граждане осознанно идут на вот такие махинации. Отдельно по этому совещанию будем проводить, нужно подводить итоги, но это никуда не годится. Вот. И по продолжению программы, но уже республиканской или районных, действительно, внимание хочу еще раз обратить всех глав муниципальных районов и городских округов. С Александром Александровичем Эссеном связывайтесь, как они там все это делают. Модель, проект летающий вполне, когда, значит, муниципальный район, в районе находят помещения, которые пригодные для жилья, а те помещения, которые я видел, не просто пригодные. Мы в Кизнерском районе, да, потому что там, если все сделать, отремонтировать, это элитное жилье получится. Там высокие потолки, капитальные стены, все коммуникации, окна большие. Ну, причем, если у нас все получится по Кизнерскому району, там мы на 100% можем закрыть все вопросы. Но поэтому ждем, коллеги, от всех вот такие варианты. Единственное, из аварийного-аварийное, чтобы у нас не получилось. То, что мы увидели в Сарапуле, в Кизнерском районе, я знаю, игра. В игре это очень достойные варианты. Это ничуть не хуже того, что сейчас строится. Причем, еще раз повторяюсь, после перепланировки получается очень классное жилье. Но значит, две модели по расселению будут. Действительно, те малоимущие, тот срез населения, которые не могут участвовать в софинансировании, так в улучшении жилья, безусловно, предоставлять бесплатно. Но я прошу в каждом, вот и в Глазове у нас проект есть, и Игра, и Кизнерский район, выделить вот по варианту сертификат жилье и разделить часть, значит, предоставления, часть граждане должны софинансировать своей копейкой, участвовать в улучшении жилищных условий. У меня уже много очень сюжетов, значит, наших аварийщиков. Сейчас вот разбираемся, один гражданин, который в Глазове ко мне подошел, он не проживает, он там прописан, у него прекрасная квартира в Санкт-Петербурге, прекрасная квартира, там 90 с чем-то метров. Но квартиру в Глазове, будь добр, дай. А потом нам, в каком районе у нас женщина практически одна живет в доме? Нет, по аварийному жилью. Она одна, там 4 еще квартиры, там никто не живет. Никто не живет. У них у всех там, у кого-то дом, у кого-то квартира. Ну и чего мы сделали? То есть программа важнейшая. Еще раз повторяюсь, единственная страна в мире, которая вот, значит, такую программу сделала, но нам нужно не допустить спекуляций на этой теме. Поэтому по каждой ситуации, я имею в виду уже по нашей программе, индивидуально разбираться, смотрите внимательно. При разработка и принятие районной или городской программы позволяет вам формировать свою актуальную очередь из аварийщиков. И как это было в Сарапуле, сделали очень грамотно. Решили, кого переселять, 16 семей, через открытую комиссию. Ну, никаких вопросов, по крайней мере, ни разу не
не поступало, почему этих переселяете, а нас не переселяете. Комиссия выбрала действительно самых нуждающихся. Там есть просто очевидные критерии, люди сами для себя определили. Но это сделали открыто, значит, комиссия там не ангажирована главой или там еще кем-то. Поэтому вот таким путем надо идти, и особенно в Ижевске. У нас здесь самый большой объем, и градус напряженности очень, Юрий Александрович, поэтому, когда будете готовы, отдельно сядем, это все обсудим. Коллеги, есть вопросы по данной теме? Иван Васильевич, спасибо. Присаживайтесь. Так. У нас 3 число, воскресенье, значит, такой был день солидарности в борьбе против терроризма. Вот у нас было соответствующее совещание. Я прошу Воронцова Алексея Николаевича. Вы готовы, да? Давайте. По этой теме, что вы подготовили. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Ярослав Владимирович, Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, участники совещания. На совместном заседании ТК оперативного штаба республики нам было поручено организовать работу по освещению мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Уже 2 недели печатные СМИ готовят, публикуют материалы на тему профилактики проявлений идеологии терроризма и экстремизма, освещают городские и районные мероприятия, приуроченные к этому дню. Информация выходит в 26 районных и городских изданиях, 4 республиканских газетах: «Удмуртская правда», «Известия», Удмуртской республики, татарской газете «Инарыш» и детской газете «Джиджбур», выходящей на удмуртском языке, а также на сайтах изданий и страницах в социальных сетях. Серия материалов транслируется в эфире радио телеканала «Моя Удмуртия» и круглосуточного телеканала «Удмуртия». Ежедневно 10 раз в сутки транслируются социальные видеоролики, подготовленные компанией «Мастерская» по заказу аппарата Национального антитеррористического комитета. 31 августа на радио «Моя Удмуртия» вышла часовая программа «Новая студия» с участием заместителя руководителя агентства Сергея Васильева, заместителя министра по молодежной политике Дмитрия Гаврикова, члена Общественной палаты России от Удмуртской республики Владимира Байметова и консультанта управления по внутренней политике администрации главы Татьяны Шумихиной. Телерадиокомпанией «Моя Удмуртия» подготовлен специальный репортаж «Без права на завтра», в котором, в частности, освещается тема вербовки, запрещенную в России организацию ИГИЛ. В репортаже фигурирует вербовщик, пойманный нашими силовиками на территории республики, и даны комментарии муфтия Удмуртии о том, что этот человек неправильно трактует свою веру. 3 сентября фильм вышел на каналах «Моя Удмуртия» и «Удмуртия». Хронометраж фильма 16 минут. Повтор программы можно увидеть послезавтра на телеканале «Моя Удмуртия» и 7 сентября на канале «Удмуртия». Мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, освещается и в телевизионных, радийных новостных блоках. В освещении темы профилактики терроризма приняла участие медиагруппа «Новое время» с 1 по 6 сентября на радиостанциях «Город ФМ», «Ретро ФМ», «Русское радио», «Радио Мир», «ДФМ», «Дети ФМ». Организован прокат подготовленного аудиоролика «День борьбы с терроризмом», который многократно 86 раз прозвучит в каждом городе и районе Удмуртии. Предлагаю его прослушать, он всего займет. Нет в мире выше ценности, чем человеческая жизнь. И нет ничего страшнее, когда эта жизнь жестоко обрывается. Терроризм давно перестал быть проблемой локального характера. Это большая рана всего человечества. И только объединившись, мы победим. 3 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом. 20 августа состоялся прямой эфир на радио «Город ФМ» медиагруппы на тему «День солидарности в борьбе с терроризмом». Участниками радиопрограммы «Посредник» стали руководитель экспертного совета Сергей Васильев и заместитель начальника отдела по развитию институтов гражданского общества администрации главы Сергей Ильинский. В настоящее время готовится к выходу специализированный выпуск журнала «Республика», который будет посвящен теме борьбы с терроризмом и работе, проводимой в данном направлении. Выход журнала запланирован на 2-ю декаду этого месяца. На данный момент предпечатная готовность номера составляет 70%. Необходимо подчеркнуть, что подобная работа оформляется в неспециализированном издании, таком как общественно-политический журнал «Республика» в Удмуртии и Приволжском федеральном округе впервые. В адрес администрации города Ижевска были направлены видеоролики Национального антитеррористического комитета для показа на светодиодных экранах города. Уже 2 недели транслируется ролик «День памяти», который посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Достигнута договоренность с рекламным агентством «Ижевское маршрутное телевидение», которое бесплатно транслирует с 29 августа по 3 сентября видеоролик маршрутных такси города. Ролик выходил на экранах каждые 15 минут. 3 видеоролика транслируются на экранах в автобусах, троллейбусах, трамваях. Они чередуются и появляются на экранах каждые 10 минут. С 31 августа на телеканале СТС Ижевск, благодаря договоренности недавнему сотрудничеству с генеральным продюсером Альфредом Зинатуллиным, осуществляется показ видеороликов «Как спасти человека от терроризма», «Вместе против террора», «Бдительность», «Телефон и терроризм» и «День памяти». Уважаемый Александр Владимирович, на заседании антитеррористической комиссии вы дали поручение снять видеоролик для молодежной аудитории, чтобы показывать его в школах, транслировать в социальных сетях. Должен отметить, что сам процесс съемок превратился в массовую антитеррористическую акцию. Съемки провела телерадиокомпания «Моя Удмуртия». Они прошли 31 августа на набережной Ижевского пруда вечером, когда там достаточно многолюдно. Были привлечены волонтеры, которые провели флешмоб и запустили в небо белые шары в память о погибших от терактов в Беслане. Вы можете увидеть ролик на экране. Станислав Изряднов, или Абдуллах, именно так он просит называть себя, вызывает улыбку, но внешний вид, поверьте, обманчив. Его место жительства на ближайшие 7 лет определил Самарский военный гарнизонный суд, и это колония особого режима. Это так вот, смотри, вы там традиционный ислам, они пытаются там обязательно традиционный, но это... Защищать мусульман Удмуртии от традиционного ислама, а это вторая по численности конфессия в республике и верующих более 120 тысяч человек, неоднократно судимый Абдуллах взялся в прошлом году. Материалы следствия говорят о целенаправленных действиях: объединение единомышленников, физическая расправа над неверными, выезд к своим на Ближний Восток или Северный Кавказ. Радик – один из тех, кого Станислав Изряднов пытался завербовать. При этом убийство Абдуллах смаковал и оправдывал Кораном, в своей интерпретации, конечно. Станислав Изряднов, как и очень многие, принял ислам в колонии. Его наставниками стали отбывающие свой срок заключенные, и этот случай скорее правило, чем исключение. Человек в колонии принимает ислам. Нет достаточно сильного посвящения для меня, отдельный человек. Узнает по какому-то источнику, что, оказывается, если состояние войны между верующими мусульманами и неверующими, в данном случае людьми не мусульманами происходит война, то все, что он там захватывает от мусульман, является трофеем. Это ему только не надо. Именно такая ситуация произошла в Татарстане. Переквалификация одного из криминальных авторитетов Бамира Болгаристана заставила в те годы в прямом смысле вздрогнуть не только Татарию, но и соседние регионы. Так, я к вам обращаюсь. Иншаллах, мы также так будем девать вас. Также мы нападем, иншаллах, на химические промышленности, нефтяные промышленности, на стратегические ваши объекты, иншаллах. Мы вас видим, вы нас не видите. Радикальные взгляды чаще разделяют молодые люди от 15 до 25 лет. В большей части студенты среднепрофессиональных учебных заведений, реже студенты вузов. Это социальный портрет, составленный сотрудниками МВД Удмуртии. За последние 3 года в республике зарегистрировано около 50 преступлений экстремистской направленности. Большая часть нарушений связана с распространением запрещенных материалов в сети интернет. Открытой площадкой для оправдания терроризма стала и личная страница Ника Чуплаца в социальной сети ВКонтакте. Молодой человек поддерживал террор,
безразличный к существующим законам и общечеловеческим моральным принципам, безжалостный, с нулевой брезгливостью в методах достижения целей. Ника Чегладзе признал свою вину, но эта ошибка отняла у него 2 года яркой полноценной жизни, но и подарила отметку «судимый» на всю остальную жизнь. Начал именно поддерживать эти убеждения, что они говорят истину, что они правду говорят, и поддерживать во всем этих людей. Подразделения, занимающиеся только вербовкой, это часть целой индустрии. Подмена понятий на 40 языках мира, использование видеороликов, саундтреков, продвижение через все системы коммуникации телефонов и планшетов, использование форумов популярных сайтов и даже чатов игровых платформ. Мне больше всего стало страшно, что со мной связались, потому что мне написала одна девушка, что это понравился, а другая я делаю такие шутки себе. Я видела, что прислала несколько сообщений подряд. Обычно такого не было. Я вот не знаю этого человека, я нашла, там были сообщения на английском. Привет, я из Идила, присоединилась к нам, будет очень рада. Это очень страшно, что люди начали встречаться детям, и заходить на эти странички, которые подписываются дети. А это уже другая мама и другая история. Ее дочь, тогда еще 15-летнюю, и ее 25-летнего возлюбленного задержали в Пятигорске. Он вез ее в Дагестан. Им нужны люди, точнее живой материал. И, возможно, прямо сейчас кто-то из знакомых, близкий человек, один на один с тем, кто по ту сторону монитора. Сейчас совсем не время часто произносимым фразам типа «нормальный человек вербовщика слушать не будет», «человек с головой на плечах не попадет в ИГИЛ» может. Жизнь складывается из разных ситуаций, а ИГИЛ и еще более 20 организаций, которые в России признаны террористическими, будут предлагать себя в качестве друга, любимого человека, единомышленника, учителя, но как итог вначале новые, сочувствующие, ну а потом фанатичные неофиты. На сайтах, в социальных сетях. Уважаемые коллеги, готовы направить все имеющиеся аудио-видеоматериалы для демонстрации на уроках мужества и классных часах. Свои социальные акции организовали печатные СМИ, редакция газеты «Камская новь» в преддверии Дня солидарности провела фотоакцию «Камская новь» и «Мы против террора. Присоединяйтесь». Сотрудники редакции предлагали людям сфотографироваться с плакатом с названием акции и громко произнести «Я голосую за мир на моей земле, моей стране, моем селе, на моей улице, в моем доме. Я говорю террору нет». Акцию поддержали глава Камбарки, работники районной администрации, руководители предприятий и организаций района города, подписчики, получающие газету в редакции, дети сотрудников газеты. Присоединились к акции также ребята из волонтерского отряда «Звезда» города Ижевска, члены Республиканского фонда помощи детям «Подари завтра», сотрудники образовательного центра «Юниум» город Санкт-Петербург и курсанты Питерской автошколы «Победа». Все фото опубликованы в альбомах на страничках газеты ВКонтакте и Одноклассниках. Кроме того, в газете «Камская новь» 5 сентября будут опубликованы интервью жительницы города Санкт-Петербурга, которая стала свидетельницей теракта в питерском метро в апреле этого года. Редакция газеты «Известия» Удмуртской республики запустила акцию «Мы не проливаем кровь, мы ею делимся». Сотрудники редакции 8 сентября сдадут кровь на станции переливания крови и тем самым подадут пример читателям. Кроме того, редакция «Известий» пересдает книгу генерал-лейтенанта Владимира Орехова, участвовавшего 35 лет назад
в освобождении заложников в Сарапульской школе номер 12. Книга будет направлена в федеральный конкурс. О том, что мы проводим работу в нужном направлении, говорит запрос из других регионов, в частности Пермского края, касающийся оргработы экспертного совета при агентстве печати массовой коммуникации Удмуртской республики. Там планируют организовать работу по аналогии с нашим экспертным советом. Безусловно, коллеги, эта социально важная тема должна освещаться не только в День борьбы с терроризмом, а регулярно в течение всего года. Уважаемый Александр Владимирович, агентство будет держать это на своем контроле. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Николаевич. Сергей Витальевич, по поводу видеоматериалов и вообще концепции продвижения давайте отдельное совещание проведем, потому что здесь нужно корректировки вносить. Но подход верный. Коллеги, тема крайне важна. Вот Санкт-Петербург, вы помните, кого задержали и кем эти люди были? Они среди нас были. Продавец в кафе. Ну, то есть, те, кого мы видим, это не что-то там в подвалах, какая-то тайная организация, они находятся среди нас. Поэтому здесь должна быть действительно, это не раз в году или не по поручению, значит, президента, это должно быть частью культуры, раз мы в таком мире живем. Нужно очень внимательно с участием экспертов, психологов выработать вот вообще концепцию продвижения этой темы, особенно в общеобразовательных учреждениях, видеоконтент, очень внимательно к нему подойти. Соответственно, Сергей Витальевич уже поручение дал, нужно на совершенно другой уровень выводить работу в интернете. Нас там нет. Мы практически все, кто здесь присутствуем, не являемся какими-либо лидерами общественного мнения для вот этой вот самой реактивной аудитории, это молодых людей. Это просто два совершенно разных мира. Мы можем себе говорить о том, что за нами предприятия, коллективы, ведомства, еще чего-то, это все правильно, это так и есть. Но если мы говорим про борьбу с терроризмом, есть еще очень много направлений в этом же русле, да, значит, работы, то, коллеги, мы не являемся ломами для них. Мы не создаем контент и повестку, которая на них бы влияла. Понимаете, вот из видеоролика, он правильный, все там, значит, достаточно грамотно, концовка, она была такая яркая и которая доходит до мозга молодого человека, я так предполагаю. Поэтому очень внимательно с этим посмотреть, эта работа должна быть постоянная. Главы муниципальных районов, городских округов особое внимание на это обращаю. Вот самая большая ошибка, да, это где-то может быть, там за забором, там в другом городе, стране. Вы знаете, что сейчас происходит в Мьянме. Страшные события, и это, к сожалению, стало такой ежедневной повесткой. Поэтому прошу еще раз самое пристальное внимание данному вопросу уделить. Присаживайтесь, Алексей Николаевич, спасибо. Коллеги, перед тем, как у нас будет еще отдельное совещание, да, все вопросы мы обсудили. У нас совсем вот на днях случились дни рождения. Хочу Фомина Петра Матвеевича поздравить. Он так забаррикадировался, что невозможно было дозвониться до него. Ну, наверное, это правильно. И Дмитрия Ахмедовича Мусина. Поэтому, коллеги, давайте поздравим наших коллег. На этом все. Остаются те, кто, соответственно, заранее был оповещен по совещанию по МОП подготовке.